А в Марий Эл появился еще один национальный бренд. На днях в Йошкар-Оле презентовали настоящий марийский подкоголь. Запатентовали его еще в феврале этого года. Это национальное блюдо народа Мари, которое очень любят гости республики. Гастрономический мастер-класс в репортаже Павла Королева. Готовить, петь и одновременно танцевать. Порой женщины удивляют своей многозадачностью. С таким праздничным настроением Мари готовит и традиционный подкоголь. Кстати, это слово дословно переводится как «пирог, сваренный в котле». В этом и особенность. Идеальный подкоголь чуть меньше 5 сантиметров и имеет форму полумесяца. Об этом рассказали на презентации национального бренда. Гости трактира смогли присоединиться к мастер-классу. Опытные хозяйки показали, как правильно и красиво заплести пирожок. Издавна народ Мари готовил подкоголь с начинкой из картошки с творогом. Сейчас же вариаций значительно больше. В ход идет мясо, ягоды, грибы и многое другое. Сперва эксперты говорили, что это всего лишь большие пельмени или русские вареники. Работа была проделана большая. Помогли сотрудники МАР-НИИ, представив историческую справку о блюде. Мы ездим уже и по миру, представляя нашу прекрасную национальную кухню. В топе блюд всегда стоял и будет стоять подкоголь и Каман Мелна. Теперь нам это делать будет проще, потому что мы будем говорить, что это настоящий бренд. Мы настолько это все изучили за это время, можно читать уже лекции по подкоголю. На презентации подкоголя присутствовал известный шеф-повар, видеоблогер Илья Лазерсон. Впервые в Марий Эл он побывал в 2018 году. Больше всего шеф-повару понравились Каман Мелна – трехслойные блины. Сочетание разных видов крупы и муки впечатлили по-особому, отметил Илья. Также он рассказал, какие новшества он внес бы в изготовление подкоголя. Здесь надо следовать канонам, я считаю. Если и что-то дать, то какие-то мельчайшие детали, чтобы не переборщить, потому что это очень важно для меня, например, не перебарщивать. Сегодня в Марий Эл 4 национальных бренда – кравец, сыр, гусли, а теперь и подкоголь. Возможно, скоро начнут работать над созданием еще одного национального бренда – волынки. Это один из самых своеобразных марийских инструментов. Национальные бренды всегда привлекают туристов. Люди из других регионов и стран специально приезжают в регионы, чтобы познакомиться с идентичностью самого народа, так сказать, увидеть, попробовать и потрогать все самому. Павел Королев, телеканал Юрган, Марий Эл.